Итак, ассаламу алейкум. Добрый вечер, хайырлы кеш. Кадірлі достар, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, и наш дорогой гость, и мой близкий друг, в общем-то, друг нашей семьи, Рафис Абы Кашапов, который с недавнего времени стал главой правительства Татарстана в изгнании. Человек очень известный не только в татарских кругах, но и в кругах вообще движений национальных за свободу. Он с самого начала, с 90-х годов, в общем-то, много приложил усилий, сидел за свои дела и все свои бизнес положил вот на то, чтобы помогать. В общем-то, ну, кто знает, тот знает. Биография у него обширная, в общем-то, человек известный и многоуважаемый. Рафис Абе, ассаламу алейкум. Валейкум ассалям варахматуллах баракатуху. Да, я и мой брат-близнец Нафис сейчас живет в Варшаве. Также другие братья Ренат, Рузалин. Был в свое время у нас бизнес. Вот, помогали очень сильно национальному движению, не только национальному движению, религиозным течениям, представителям колониальных народов Кавказа, Сибири и также и Поволжья, но был уничтожен. Да, после прихода Путина вся наша бизнес была уничтожена. Несмотря на это, мы продолжаем свою общественно-политическую деятельность. Руслан Аллах Тағала рахмәте olsun, мені мына өзіңнің YouTube каналыңа шақыруыңа. Рахмет сізге. Келуіңіз үшін рахмет. Продолжим разговор. Вот затронул в начале разговора то, что как будто мы только начали, типа, как национальное движение, однако я хочу напомнить таких деятелей, которые в 90-е годы очень вложили от себя энергию, даже рискуя своей жизнью, до конца своей жизни они боролись за свободу татарского народа, за свободу тюркского народа. Я уже буду перечислять такие имена, вот, допустим, Марат Мулюков, Рафаэль Хакимов, Заки Зайнуллин, Айдар Халим, Фаузия Байрамова, Зинур Аглюлин, Вафира Гизатуллина, Таргат Ахмадишин, Карим Яушев, Фанда Сафиуллин, Туфа Миннуллин, Мухаммад Минашев, Виль Мирзаянов, и очень много, я тут уже всех перечислить не могу, вот Юнус Камалетдин, вот только что сейчас вспомнил. Очень много таких у нас великих личностей, которые боролись до конца своей жизни за свободу татарского народа. Аллах Тағала оларға шифасын берсін. Хамиді біздің орада болмағандарға орындары жәннетте болсын. Амин, шулай болсын. Һич шексіз алар шыннан да лайыклы, чөнки алар татар милләтен аның азатлыгына өлеш керткәннәр, хәзер дә өлеш кертәләр. Кайбер сез әйткән шәхесләребез, мәртәбәле шәхесләребез, Илдус Амирхан, башкалар, Равиль Амирханов һәм башка безнең зыялыларыбыз да бихисап бит инде. Ну, хорошо, мы перейдем вновь на русский язык, если позволите. Рафис Абы, как вот возникла идея правительства Татарстана в изгнании, и вот как получилось, что вы стали ее председателем с недавнего времени? Ну, года 4 назад мне Виловый Мирзаянов предложил, чтобы я был зампремьер-министром. Моего брата-близнеца Нафиса также предложил, чтобы он стал зампремьер-министра. Да, мы согласились. Но уже правительство изгнания татар, уже был тогда Роза Курбан, также и другие люди. Но тут дело в чем? До этого, пока меня Виловый Мирзаянов не назначил официально во время видеоконференции, до этого мы вели только на общественных началах, основываясь на решение Милли Меджлис татарского народа. Вот недавно мы уже официально начали уже действовать. Действительно, мы уже собираем коллектив. На данное время уже больше 25 человек, где-то 27-28 человек у нас в коллективе. У нас в телеграм-канале открыто только
только по приглашению мы приглашаем туда правительство изгнания татар. У нас есть группа. Вот там мы уже общаемся, ведем работу, идет консультация. Да, у нас очень большая работа. Просто хочу перечислить. Вот когда была последняя видеоконференция, мы решили создать свой сайт правительства изгнания татар. Также уже создали группу, будут открывать татарские радио при правительстве изгнания татар. Также будет создано, это уже в дальнейшем, телеканал. Хотим, чтобы этот телеканал работал на татарском, на английском, на русском и на турецком языке. Также американские татары взялись за работу, составляет устав, план-программу для правительства изгнания татар. Ну, очень много таких моментов. Все уже, альхамдулиллах шикар, наша работа уже началась. Лед тронулся. И группа поддержки уже у нас появился. Есть технические работники, но в дальнейшем, вот в ближайшее время, наверное, через дней 10, мы начнем назначать министров, замминистров правительства изгнания татар. Но для этого нужны нам очень серьезные, авторитетные, влиятельные татары, которые держат слово. И они, те татары, которые духом за Республику Татарстан, за татарский народ. Вот именно такие нам люди нужны. А таких во всем мире очень много. Иншаллах, в будущем мы наберем и коллектив. Да, действительно, татар очень много по всему миру, и вот задача, я так понимаю, одна из основных — это быть представительством Татарстана и татарского народа, да. Но тагын нинди максатлар бар? Вот какие еще есть задачи, которые вот первоочередные стоят? Вот вы, Рафис Сабый, много делаешь в плане признания Татарстана, татарского народа и утверждение, что он колонизованный народ, и также с представителями других народов, вот как я понимаю, ты вот совместно участвуешь в этом деле. Но больше 4 лет назад мы в Киеве представителям народов Идел-Урала создали мы движение «Свободный Идел-Урал». Между прочим, очень нами очень хорошее было дело сделано. Мы на английском, на французском, на немецких, на арабских, на турецких языках мы разослали по всему миру главам государствам, что республики Идел-Урала должны быть свободными. Мы изложили свои программы, что мы хотим в будущем, цель, принцип. А в дальнейшем была создана Лига свободных наций, а позже уже было создано форум свободных народов после России. Вот, если, Руслан, если хочешь, обговорим, кто будет представлять эту организацию от татар, потому что они просят, чтобы больше татар было. Об этом надо подумать. Тоже, ты же знаешь, во всем татарском мире таких влиятельных, авторитетных, уважаемых людей. В этом плане мы должны вести работу. А касаясь темы правительства изгнания татар, мы, вот когда была последняя видеоконференция, мы решили провести съезд Соединенных Штатов Америки в Нью-Йорке. Хотим туда пригласить 300 татар со всего мира. И там же мы хотим провести Курултай. Кроме Курултая, хотим провести День памяти татарского народа у посольства Российской Федерации. В том числе там очень много таких моментов. Туда хотим мы пригласить конгрессменов США, серьезных средств массовой информации, чтобы именно в Соединенных Штатах узнали о татар, потому что тут
если касаемся тему средств массовой информации, допустим, вот где я живу в Англии, вот BBC очень Мгм. широко освещает о жизни России и татар, иногда и татар, а американцы еще больше. Поэтому мы выбрали именно провести Курултай, съезд татарского народа Соединенных Штатов Америки. Ну, это очень хорошее начинание, Рафисабы, потому что, ну вот, надо, наверное, нашим зрителям рассказать, что в прошлом году состоялся съезд так называемого Всемирного конгресса татар, на котором вот уже эта карманная организация, сейчас мы можем это говорить прямо, приняла резолюцию в поддержку агрессии России против Украины, и многие татары отказались ехать, и это произвело фактически раскол в диаспоре. Я знаю, вы делали специальное заявление и составляли списки татар, что называется, предателей, коллаборантов, которые поддержали эту агрессию. Да, был такой момент. Мы еще до сих пор продолжаем, до сих пор еще мы продолжаем список предателей. Это действительно очень трагичный момент для татарского народа. В 1552 году русские оккупанты уничтожали наше казанское государство. Нынче именно так же русские оккупанты уничтожают целое государство Украины. Не только что Украину уничтожают, всю инфраструктуру, уничтожает детей, взрослых, бабушек, дедушек, все подряд. Даже иногда вот наблюдаю, даже уничтожаются животные в зоопарках. Это же вообще немыслимо. Это же в чистейшем виде фашизм 21 века. И на тебе во время Всемирного конгресса татар защищает агрессивную политику Путина. Это очень сложный и трагический момент для татарского народа. Это черное пятно для всего татарского народа. Да, есть и положительные моменты. Где-то в 15 государствах татары, которые работали до этого Всемирный конгресс татар, они ушли от Всемирного конгресса татар. Вот именно они уже мне многократно обращались, типа так, чтобы я создал во Франции или в Англии или в Турции, чтобы я созвал съезд татарского народа. Аллаху шукр, иншаллах, в будущем мы уже собираемся в Соединенных Штатах Америки. Я уже вот только недавно говорил. Да, это очень важный момент, потому что, Рафисабы, помнишь, наверное, что Всемирный конгресс татар был создан в пику в 92 году, в пику Милли-Меджлиса татарского народа, который вот тебя избрал главой правительства в изгнании, и Шаймиев создал вот этот вот Всемирный конгресс татар, который должен был заместить Милли-Меджлис, который, ну, был по-настоящему народным представительством татар и был вот как бы протопарламентом, да, протогосударственной организацией. Поэтому история возвращается, Конгресс умер фактически, а Милли-Меджлис сейчас опять имеет полноценные права для того, чтобы заявлять и говорить от имени татарского народа. Руслан, ты когда мне об этом сказал, мне смешно стало. Прежде чем состоялся Милли Меджлис татарского народа в Казани, мы собрались в коттедже, это набережная Челнах была. В Тогда твоем коттедже. собрались, и тогда был этот Тальгат Абдуллин. Ну, все Барида. Фаузия Байрамова, там все авторитетные татары были в Татарстане. Вот тогда мы решили, что Тальгат Абдуллин должен быть председателем Милли Меджлиса. Да, тогда очень политики Москвы подняли такой резонанс и шум во всех средствах массовой информации, как президент Татарстана Ментимир Шаймиев, а татар всего мира Тальгат Абдуллин. И после этого первый президент Татарстана это очень задело, и он решил
созвать Всемирный конгресс татар. Но да, ну, первый Всемирный конгресс еще служил татарскому народу, а потом, Ну, в 92-м, да, да, я тогда еще был первым делегатом. делегатом, да. Да, я тогда еще выступал. Я очень, возможно, я очень резко я выступал. Меня уже больше никогда не приглашали в Всемирный конгресс татар. Ты знаешь, я помню, не буду называть фамилию делегата, потому что он там до сих пор в России. Ну, Милижан Лакшендовал, да, он говорит, у нас, когда на, по-моему, первый или второй конгресс татар, наверное, на первый, вывезли, значит, делегатов, ну, по Волге, то ли Булгарга, да, Барганар вас в Булгары возили. И там, значит, говорит, какой-то теплоход проезжал, и там было написано «Самар», и мы стали кричать, значит, ты пересек границу Татарстана, разворачивайся, оккупант. Ну, вот, говорит, такие настроения были духоподъемные, что вот сейчас мы на своей родине, этот человек сам приехал, родился не в Татарстане, вот, что мы наконец-то смогли обрести собственное государство, восстановить собственное государство. Но получилось так, как получилось. Впоследствии Талгат Абдуллин был перекуплен фактически Ментимиром Шаймиевым, да, возглавил Акбарсбанк, вот так вот. А впоследствии ушел главой жилищного фонда, Госжилищфонд, или как он там назывался, который занимался строительством в Татарстане. Но это вот мы немножко вспомнили для наших зрителей, чтобы они примерно представляли, как в Татарстане все происходило. Но, Рафис Сабы, хотел бы еще спросить у тебя. Ты же возглавлял и Всетатарский общественный центр, и Набережно-Челнинский его филиал. Ну, наиболее такой мощный, дееспособный. Я для наших зрителей должен сказать, что когда началась агрессия ельцинизма против Ичкерии, Рафис Сабы, фактически закрыли они со сторонниками Набережной Челны, никого не выпускали, то есть срочников не отправляли, военкоматы там буквально блокировали, ну и в огромном количестве гуманитарную помощь возили, о чем потом всевозможные силовики и шовинисты предъявляли там, значит, эти фотографии, что Рафис Сабы там то с Басаевым, то с Масхадовым сидел. Я помню эти часы, которые вы всем дарили, помнишь вот эти вот Да, мусульманские часы, деревянные часы, да, да. деревянные часы в форме такой мечети, они были практически у всех, это вот тоже такой серьезный знак был. Вот можешь рассказать нашим зрителям, как был разгромлен в ТОЦ, потому что это ведь самая такая влиятельная была организация в Челнах, потому что надо зрителям нашим, наверное, подчеркнуть, что в Челнах находился как бы очаг татарского национального движения. Но Руслан Бигзур Ахмед напомнил мне один момент чеченские татарские отношения. Да. Вечером мне звонит, я уже не буду говорить имя и фамилию, потому что он до сих пор еще в Набережных Челнах живет. Равис говорит, поднимай, говорит, в ТОЦ. Всю войсковую часть, говорит, который дислоцировался в Челнах, хотят, говорит, отправить в Чеченскую республику. У нас же штаб же операции, действительно, татарский общественный центр на Набережных Челнах это самый мощнейший была организация, даже чем в ТОС в Казани. Я своим членом правления говорю, срочно соберите людей, срочно собрали людей. Мы за ночь разобрали железнодорожный пути. Весь разобрали. Сделали очень большую баррикаду. Ну, там где-то, наверное, метров 5 была баррикада. Ну, из рельсов, из шпал. И оказывается, в то время из Генштаба Москвы звонили, что у вас переворот, что типа как типа как с военными хотят переворот совершить в Татарстане. Даже дошло до чего. Мы вот таким образом из Татарстана целый полк, короче, сделали так, что полк из Татарстана не смог выехать в Чеченскую республику. А до этого, еще 90-е годы, раньше, мы где-то человек 50 заехали в войсковую часть, это уже не полк, а была войсковая часть, где военная база. Мы им сказали, вам мы даем 2 недели времени,
покиньте этот, военную базу, все оружие, там были танки, БМП, пулеметы, гранатометы, где-то 12 тысяч только было автоматов, пулеметов, где-то 1500. Вот очень много там было военной техники. Мгм. Мы им сказали, короче, им ставили ультиматум, покиньте, мы занимаем этот военную базу. Но получилось так, в течение 2 недель то, что там все было, эшелон вывезли за пределы Татарстана. Все, военную технику, боеприпасы, все. Да, мы же, когда шло чеченско-русская война, действительно мы организовали очень много митинги, шествия, даже 4 раза организовали гуманитарную помощь, когда первый раз возглавил колонну мой брат-близнец Нафис. Мгм. Позже уже, до этого, я уже встречался с Джахаром Дудаевым. Вот тогда ему подарил мусульманские часы с Часы. минаретами. Также эти часы я подарил Шамилю Басаеву, Заримхан Яндарбиеву и Аслану Масхадову. Ну, эти часы мы подарили где-то около 9500. Также Берлускони, тогда премьер-министр Италии, Маргарет Тэтчер, это было, да. Ну, очень много было подарено. Кто защищал интересы татарского, тюркского народа, кто защищал а, а, тюрков, мы эти часы дарили честь, благодарность от татарского народа. Ну, это уже было в прошлом, это история. А то, что нас разгромили, татарский общественный центр города Челны, потому что мы четко, жестко ставили свои позиции, чем другие татарские общественные центры Татарстана и других областях, республиках Российской Федерации. Но это очень много задевало сотрудников ФСБ, властных структур. А еще хочу напомнить один момент. Тоже один из наших работ. Мы создали национальную гвардию в Челнах. Даже Да. во время Сабантуя мы проводили парад. Мы им купили военную форму. После этого парада мы связались с турецкими военными. Они должны были приехать к нам. Мы им даже назначили зарплату. Турецкие военные должны были обучать наших военных, нашу Нацгвардию. Но получилось так, меня пригласили журналисты, республиканские журналисты. Тогда была организована пресс-конференция, я официально объявил, что в Челнах действует татарская национальная Нацгвардия. Скоро будем вооружать, будем защищать Республику Татарстан. Типа как вооруженным путем. В таком смысле я, такое интервью дал. Оказывается, мое интервью дошло до Москвы, и Борис Ельцин дал команду Шаймиеву расформировать данное, типа как незаконное бандоформирование. Ну, вот, первый президент Татарстана издал указ, пришлось расформировать. Мы же не сможем же воевать своими же татарами. Ну, что поделаешь, это было такое вот, были такие моменты. Это очень интересно, Рафисабы, потому что Кубкшана Бельми, многие люди не знают этой истории, потому что, ну, даже я многое забываю, что-то не знаю, хотя в те времена мы плотно взаимодействовали. И я помню, что, опять-таки, Рафисабы сам это не скажет, поэтому я уж скажу. На их средства они издавали огромное количество литературы про историю татар, запрещенную историю татар. Фахруддинова, ну, на этих книжках мы тоже росли, брошюрки, Кэмсин татар, ну и так далее и тому подобное. Это очень способствовало росту национального самосознания людей, потому что до развала Советского Союза, ну, даже до 90-го года, ведь историю нам не преподавали настоящую, всячески запрещали, лгали, обманывали вот это вот коварные татары и так далее. И поэтому
Рафи Сабы вот со своими братьями, кстати говоря, они каратисты известные, вот, со своими братьями, сотни тысяч этих книг, да, Рафи Сабы, я помню, что вот на всех этих съездах вот купляп вот эти вот кичкенегina брошюралар и так далее, издавали. Сейчас, конечно, многие эти книги тоже не достанешь, вот, но интерес сейчас тоже растет, но благо, что есть интернет, через который мы можем людей просвещать. Вот, Да, ага, если уже затронуть книгу, да, действительно, мы не только издавали, мы даже в магазинах покупали очень большими тиражами книги Равиль Фахретдинова, Абрара Каримуллина, Индус я. Тагирова, ну там я уже дальше уже перечислять не буду, и Фаузи Байрамова, Айдара Халима, Зинура Дамир Аглюлина, Исхаков, да. да, Вилова Мирзаянова. Мы эти книги рассылали по всему миру. Возможно, где-то около 2 миллиона 500 тысяч книг мы распространяем по всему миру. Это, да, у нас это огромная наша была работа тогда. Это огромная работа, Рафи Сабы, это потому что ведь многие люди, надо понимать, то, может, помладше не понимают, что в то время ни интернета, ничего не было, ни телевидения фактически, там пропаганда шла. И когда они получали эту брошюру, это вот словно лучик света был. Потому что я сам, когда, был подростком, но открыл эту книгу, вот «Запрещенная история татар», вот Фахруддинова, его сын тоже известный историк, да. Это прям, очень сильно воздействовало. Потом джиины всевозможные в Булгарах, то, что проводили, восстанавливали мечети. Вы ведь тоже активно участвовали в восстановлении мечетей, в строительстве мечетей. Ну, в Челнах-то не было вообще мечети, это город новый был, там восстанавливать нечего было. Вот. Но в целом надо отметить, что когда Казанское ханство упало, по всему Казанскому ханству впоследствии было уничтожено более 80 мечетей. Просто разрушили. И поэтому это большая работа тоже была. Руслан, раз уже напомнил насчет челнинских мечетей, у нас же был торговый дом Прометей. Так. К нам зашли человек 12 поп с большим крестом, ну там и русские, ну это православные зашли, и нас было где-то около 10 человек в нашем офисе. Что нам сказал тогда поп? Вот, говорит, вы везде, всюду, говорит, в Татарстане и за президентом Татарстана вы помогаете для строительства, вы перечисляете деньги, отдаете деньги для строительства мечети, для строительства медресе, издает мусульманские книги. Вот мы, православные, живем в Челнах, мы официально просим, чтобы помогли, чтобы для строительства церкви. Они публично, они нам на стол положили бумагу, там была какая-то сумма еще написана. Я или Нафис, я уже не помню, сказали так, давайте, вот видите, по центру города везде церкви. Это церкви, когда вы оккупировали наше государство, вы разрушили наши дома, наши крепости. Из разрушенных домов, крепостей вы построили свои церкви. Сперва вы должны покаяться, а потом подумаем, дать вам деньги или нет. И они ушли. Больше не приходили, соответственно. Да, там много интересных историй было. Значит, правда, вот в Казани, помнишь, вот этот вот священнослужитель, который вот, как же она называется, это все забываю, под Казанью вот этот вот монастырь известный, Раифский монастырь. И тогда, когда был муфти, помнишь, Габдулла Галиуллин наш, то они с ним договорились, что они будут помогать отбивать мечети, а этот будет помогать отбивать церкви. Тогда еще с атеистическим государством боролись. И тогда вот такая тоже спайка интересная была. Хорошо, Рафи Сабы, тут очень много вопросов, если позволишь, да, чтобы у нас был контакт Добро. со зрителями, да.
Мы-то с тобой можем по-стариковски вспоминать еще долго. Мгм. Вот. Спрашивают, почему, что случилось вот с конференцией Мюнхенской по безопасности? Пригласили, не пригласили? Если нет, то с чем связано и что собираетесь делать? А, Мы уже вышли с протестом уже в прошлом. Мы же прекрасно знали, что нас не будут приглашать. Там же участвует Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский. Но для нас это тяжелый случай. Мгм. Почему? Имперцев приглашают европейцы, а именно представителей колонизированных народов не приглашает. Возможно, после проведения этого мероприятия мы выйдем с обращением к европейцам, чтобы такого произвола в будущем чтоб не было. Я Да, вот закончил. тут и да, вот тут, бітті ме или Бітті, давай бітті. этесің? Бітті, да? Тут, как раз и продолжает, я этот вопрос задал, взаимодействуете ли вы с Ходорковским и Каспаровым, которые представляют в Брюсселе весь народ территории РФ? Да, ну, Рафис Абы, я думаю, ответил на этот вопрос, да, что? Не, мы этот, допустим, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Навальный, Гудков, они имперцы. А, Нам с имперцем не по пути. Им нужно теплое место в Кремле. Они показывают вид, что защищают украинцев, но им нужна победа украинцев. Они уже думают, действительно, после победы украинцев будет развал России. Вот именно когда будет хаос, они хотят войти в Кремль. Но нам такие люди не нужны. Просто вот кто мне задал вопрос, я хочу ответить. Вот эти имперцы, которые я перечислил, когда-нибудь они осуждали оккупацию Грузии, когда-нибудь они осуждали оккупацию Чеченской Республики, когда было 250 тысяч Да. чеченцев уничтожено, 42 тысячи из них дети. Когда сотни тысяч уничтожали в Сирии мусульман, граждан Сирии, когда они уничтожают украинцев, также в других точках мира они уничтожают, русский оккупант уничтожает граждан других государств, они осуждают это? Не осуждают. Это означает, что эти перечисленные люди имперцы номер 2 после Путина. Да, то есть только с либеральным, так сказать, уклоном, по Да. сути говоря. Мы тоже об этом всегда говорим, что на нашем горбу не получится въехать. Значит, я пытаюсь вопросы найти. Если можно, уважаемый зритель, пишите, пожалуйста, что вопрос, потому что тяжело разобрать. Пока, значит, если можно будет, да, вот нам тоже сюда вопросы присылать. Значит, Рафис Абы, как идет вот процесс, скажем, объяснения деколонизационного дискурса? Вот мы тоже в этом направлении работаем. Ты сказал, что вот создали движение «Идель-Урал». Но вот было мероприятие в Бельгии, да? Опять-таки в Брюсселе, а не в Брюссель, да. Брюсселе, да? Скажи, ну вот большой скандал был. Почему, во-первых, тебя туда не пустили? С чем это связано? Мой брат-близнец Нафис, мы уже догадывались, что меня не будут пускать. Мгм. Где вот паспортный контроль, сразу там была женщина, сразу она подняла телефон, начала куда-то звонить. И меня завели в комнату, где помещение для иммигрантов. Я им говорю, я официально приглашенный. Олег Маглицкий, организатор форума свободного народа пост России, он отправил документы. Из Европарламента отправили документы. Меня могли бы через Министерство иностранных дел пропустить. Я у них спрашиваю, я им задал вопрос. Вот из Европарламента и Олег Маглецкий спрашивает копии документа, протокола, на каком основании меня не пускают. Они просили, чтобы я сфотографировал, отправил им, а это мне запретили. Мгм. Мне не было предоставлено переводчика. Я изучаю английский язык, я еще плохо знаю. Очень много таких в отношении меня было нарушено. И получилось так, я не смог
добраться до Европарламента, но Аллаху шукр, мое выступление было засчитано на английском языке. Я очень благодарен организаторам. Это, хоть я не смог добраться, мой доклад был засчитан. Это тоже неплохо. Но жаль, конечно. Туда приехали 6 наших европейских татар, хотели со мной встречаться, не смогли, ну, они уже разошлись, только 2 остались до конца. Также европейцы, Ахмед Закаев, там Анна Фатыга. Я тогда должен был фотографироваться с участниками с картой Идель Урала. У меня был план такой, но у меня был мой план, программа по Европарламенту. Было все полностью разрушено. Для меня это был очень серьезный удар. Ладно, что было, то было. Это уже в прошлом. Да, а ты считаешь, что это просто бюрократическая ошибка или какая-то политическая злонамеренная игра? Возможно, и то, и это. Но, опять же, вот же на данное время около 20 писем отправлено главу Бельгии, Министерство иностранных дел, министр МВД, также правозащитным организациям Бельгии, около 20 письмо от правозащитных организаций, от адвокатов, от журналистов, от политика, от общественной организации. Этот процесс еще продолжается. Пусть они знают, что татарина нельзя пнуть зад. Пусть их со всех сторон пишут же из разных государств, даже из Англии пишут туда, из Украины пишут, из других европейских стран, даже из Турции пишут. Пусть они дадут ответ, почему я не был допущен в Европарламент, почему я там не смог выступать. Пусть они отвечают перед нашими соратниками, перед нашими единомышленниками, перед правозащитниками. Да, ну, шанабыз, что шундай келіп шықмас яңадан, что это как бы недоразумение, потому что это, конечно, неприемлемо. Ты официально приглашенный человек со статусом определенным, да, и, собственно говоря, не являющийся к тому же врагом Бельгии там, однозначно, не оппонент Бельгии, чтобы вот так вот не пускать. Ну хорошо, вот скажи, пожалуйста, как происходит процесс, например, взаимодействия вот с нашими братьями на Кавказе? То есть с теми тоже, кто борется за независимость и суверенитет своих народов. Я в последнее время очень много познакомился с лидерами общественно-политической организации Кавказа, с чеченцами, с ингушами, кабардинцами. Но я уже даже не буду, имена, фамилии уже не буду. Почему там уже идет движение? Они тоже хотят присоединиться к форуму свободных народов после России и Лига свободных народов тоже хотят, чтобы Россия была процесс деколонизации. Я очень им благодарен. Не только кавказцы, также представители сибирских народов, в том числе представители народов Идель-Урала. Но для меня самый удивительный момент, где-то около 18 регионов Российской Федерации именно русские создали свои общественные организации, они хотят быть независимы от Москвы. Это для меня это вообще неожиданный момент. Я никогда об этом не думал, что русские в России хотят создать свои независимые государства. Это для нас, казанских татар, для моих единомышленников, это очень приятный момент. Почему? Потому что когда русские уже хотят быть свободными от Москвы, это очень хороший, благоприятный момент для нас. Допустим, мы говорим, что мы хотим быть, мы публично говорим, что мы хотим свободу. Башкиры об этом говорят. Чеченцы, ингуши, буряты, хакасы, и также и другие народы
для граждан России, для московитов мы типа как экстремист. А когда уже русские поднимаются, это Мгм. уже другой Это момент. уже, да, это уже совсем другой калинкор. Я Мгм. согласен. Вопрос такой пишут. Рафис Абзы, насколько близко в повестке дня деятельности правительства или тот стоит работа с татарскими диаспорами Турции, Азербайджана и постсоветских стран? Но когда мы составим план-программу, когда у нас будет составлен устав, когда мы комплектуем в каком-то мере свое министерство, мы обратимся к татарам со всего мира. Допустим, вот в Китае у нас очень влиятельные татары есть, в Афганистане есть, в Японии, Финляндии. Мы будем вычислять, мы В создадим Австралии. группу, да, Австралия, Ир Гариф. Мы хотим мы будем вычислять всех татар, именно которые вели работу для будущего татарского народа. Вот таких людей мы будем находить и им будем предлагать работу. Хорошее дело. Соответственно, ну вот сейчас мы, Рафис Абыблян Селяштык, разговаривали, может, вот на площадке Татполит есть у нас, может, вот делать еженедельные такие встречи, разговоры, чтобы вот Рафис Абы и остальные члены правительства Татарстана могли вот общаться и что-то доносить, разговаривать, потому что необходимо сейчас, как ты знаешь, информационная эпоха и, в общем-то, огромное количество татар, которые рассеяны, вот, как ты сказал, от Австралии, Китая, Соединенных Штатов, да, вот, понятно, до каждого не доедешь, но вот благо, что есть интернет, и эти возможности нам позволяют что-то делать. Вот также спрашивают, Рафис Абэй, ведется ли работа по тому, чтобы государство признали правительство Татарстана в изгнании? Но мы обратились к президенту Зеленскому, недавно обратились мы Анджей Дуда, президенту Польша. Польши. До этого мы обращались к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Мы по этим направлениям ведем работу. Но когда у нас будет официально уже будет работать правительство изгнания татар, когда уже будет работать кабинет министров правительства изгнания татар, я думаю, тогда начнется признание. А пока мы еще работаем на общественных началах. То есть сейчас пока стадия становления, да, мы понимаем, пока организационные дела, там М. тяжело работать на нескольких направлениях. При этом я так понимаю, что у вас тесные отношения с Польшей, с украинцами, естественно, да, потому что и ты там, и Нафис Абы давно живет, и, в общем-то, всячески участвует вот в всевозможных мероприятиях по деколонизации, поддержке тех, кто борется с оккупацией путинской. Да, но тут же не только мы работаем с украинцами и поляками, работаем и с белорусами, и с Мгм. кавказцами работаем. Очень у нас в последнее время мы работаем представителями казахского народа, киргизского народа, узбекского. Также мы ведем общественно-политическую деятельность, общаемся лидерами тюркских партий в Турции. С ним тоже ведем работу. Я уже открыто пока не буду говорить. У нас намечаются некоторые мероприятия в Турции. Но пока вот почему я пока не буду говорить, потому что недавно было землетрясение. Вот из-за этого я пока не буду говорить. Но раз уж затронул тему землетрясения, я очень благодарен всему тюркскому исламскому миру. А, Очень много помогает гражданам Турции. Это очень благоприятно, это даже душа радуется. Весь мир поднялся, весь тюркский исламский мир поднялся, они помогают. Европейцы, конечно, показывают только вид, но все равно как-то они помогают.
Ну вот от представляющий татар молодежной организации «Азаттык» Наиль Набиуллин очень активно был в этот момент от казанских татар. Я очень благодарен ему, потому что они быстро, оперативно смогли реагировать, собрать гуманитарную помощь для граждан Турции. Вопрос относительно Турана. Как вы к этому относитесь и готовы ли участвовать вот в процессе объединения тюркских народов? Ну вот, чуть я ранее сказал, я сотрудничаю тюркскими партиями, лидерами общеполитической организации Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана. Мы обсуждаем эту тему. Да, этот нужен. Почему это нужен? Нас, тюрков, в мире около 300 миллионов, говорят уже больше 300 миллионов. Мы должны объединиться. У нас должна быть своя линия, свой курс. Мы во всем мире нас должны услышать. Вот же недавно был случай. Одном из европейских стран, даже и нескольких стран, сожгли нашу священную книгу Коран. Тогда Реджеп Эрдоган жестко осудил. Он правильно сделал, я поддерживаю. Это же мы, тюрки, мусульмане, мы же нигде не сжигаем. Библии там их, как они называют священные книги, мы же не трогаем же их. И пусть они уважают. Я почему напомню этот момент. Когда объединится весь тюркский мир в один кулак, тогда нас будет уважать во всем мире. Да, bu haqda Tatarda yaxshi aytim бар бит, да, бүлінгәнне аю ашар, бүлінгәнне бүре ашар. Так что действительно, те, кто разъединен, тех легко, в общем-то, сломать и поесть. И в этом смысле до сильных могут не дойти, что называется. Ну и, наверное, Рафис Сабый, заключительный вопрос. Составляете ли вы вот списки, ну, ты уже сказал, что есть списки вот тех, кто голосовал на Конгрессе татар, списки предателей, потому что ведь рано или поздно эта система разрушится, а вот те, кто служили режиму, они должны, как я понимаю, ну, как минимум публично осуждены. Ну, то, что называется люстрационные списки. Ну, вот как в Польше, например, сделали. В Польше, в странах Балтии. Руслан Бикзур Ахмед очень хорошую идею подсказал. Когда будет следующая видеоконференция провести изгнание татар, мы этот вопрос поднимем. Действительно, надо составлять. Мы на весь мир должны показать предателей татарского народа. Бикзур Ахмед, Аллахтан Ахмед Яусын. Кабул болсын. Ты знаешь, потому что, ну, очень много людей, во-первых, финансирует всю эту путинскую войну, но причем на деньги, которые они фактически изымают из Татарстана, да, вот нефть, все вот это, еще на наши же деньги они финансируют этот преступный режим фактически. Хорошо, Рафис Сабый, спасибо, что откликнулся на наше предложение. Я думаю, что мы так или иначе будем продолжать общаться и освещать деятельность правительства Татарстана, общественников татарских, их политическую деятельность. Пусть Аллах Тағала сиңа исәнлек, саулык берсен, көч-куәт дегендей бу изге юлыңда һәм дә инде яшәсен татар әле, яшәсен татар халкы һәм башка бәйсез халыклар. Руслан, менә үзеңнең шушы видео шушы очрашуга бик зур рәхмәт. Но для меня это сегодня трагический случай. Вот, Руслан, син чисто татарча сөйләшәсең, мин чисто татарча сөйләшәм, и без менә урыс телендә без сөйләшергә тиеш булдык. Но чөнки ни дигәндә безнең бит инде татар телен аңламаучылар да бар. Шуның өчен Бар. Башка милләт кешеләре дә безне карыйлар. Менә мин чатта карыйм, анда Кавказ вәкилләре дә бар, шуңа күрә. Аларга да бик кызык безнең әңгәмә, безнең сөйләшү.
Ярый, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.